Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в студии «Настоящего времени». Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Только сегодня вы опубликовали очередное, можно назвать, расследованием, посвященным фонду «Иннопрактика» Екатерины Тихоновой. Что с ним не так? Наверное, стоит сказать, что еще раньше вы утверждали, что Екатерина Тихонова, и, кстати, ряд российских журналистов в том числе, утверждали, что Екатерина Тихонова, собственно, дочь Владимира Путина. Вы по-прежнему на этом настаиваете? Я по-прежнему на этом настаиваю, но мне кажется, это даже бессмысленно отрицать, просто и в силу визуальной похожести дочки Владимира Путина на свою мать и на своего отца. Нет никаких сомнений, что Катерина Тихонова дочь Владимира Путина. Это молодая девушка, которая возглавляет уже научный фонд при МГУ. В попечительском совете ее организации находятся чуть ли не все крупные руководители государственных корпораций. И вот сегодняшнее наше такое исследование, я бы даже назвал не расследование, но все-таки полностью на открытых источниках. И это работа, которую мог сделать кто угодно. Оно показывает, что это очень непростой человек. Вот сейчас, когда наука в России, финансирование науки сокращено на 14%, фонд дочери Владимира Путина, он называется «Иннопрактика», чувствует себя очень и очень неплохо. Они за последний год выиграли, я называю это выиграли, у государственных корпораций подрядов на 500 миллиарда рублей, и еще 500 миллиарда рублей они получили в качестве так называемых целевых взносов непонятно от кого. А подрядные задания известны, то есть понятно, на каких условиях был проведен тендер, что они должны сделать своим подрядчикам, среди которых, я посмотрел ролик с вашим исследованием, есть компания Транснефть, компания Роснефть и, например, компания Росатом, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Роснефть, Транснефть и Росатом – это главные подрядчики. Ну а задания и конкурсы, которые выигрывают на практике, они совершенно различные. То есть начиная от каких-то таких узкоспецифических вещей, связанных с нефтедобычей, заканчивая такими забавными политическими проектами, типа разработка концепции цифровой долины Крыма. Очень смешной документ, за который нищая Российская академия наук заплатила 2,5 миллиона рублей. Там просто какие-то такие смешные, абсурдные вещи а-ля того, что Крымская цифровая долина будет работать на ВПК под контролем государства и будет всячески процветать. То есть это такие типичные инновации в понимании современного российского государства. То есть очень много таких наукообразных слов и полная пустота по содержанию, и много-много денег, которые на это тратятся. Понятно, как потрачены эти деньги. Какие-то эксперты, может быть, получили большие зарплаты. Возможно, это умные люди, которых нужно поддерживать. Вот это самый главный вопрос, который встает после того, как изучишь результаты работы этого фонда. Понятно, сколько денег они заработали. Но вот минимум 877 миллионов, а скорее всего даже больше, потому что целевые пожертвования за 2016 год еще неизвестны. Мы думаем, что сумма будет в целом превышать миллиард. А целевые пожертвования – это когда человек просто приносит деньги в конверте? Совершенно верно. То есть, в общем, деньги фонда складываются из двух вещей. Половину они выигрывают у госкорпорации, а половину просто им кто-то приносит. Возможно, это сами госкорпорации, возможно, это неизвестные какие-то люди. То есть просто кто-то наличные деньги пересылает на счет этого фонда. И вот куда они потратили эти сотни миллионов рублей, в общем, непонятно. Есть сайт, где указано, что мы выполнили различные прекрасные работы для госкорпораций. Выполнили, но все-таки миллиард – это очень большая сумма. И следы трат миллиарда должны быть известны в научном мире. Это крупные деньги. Все должны знать, что вот смотрите, большое количество ученых получили много денег. Никто ничего не знает об этом, никаких следов не наблюдается, на сайте нет никаких научных работ опубликованных, ни в каких журналах, нигде мы не видим научных работ опубликованных и оплаченных на практике. Поэтому мы обратились, в том числе публично, и к самому Владимиру Путину, и к его дочери, и на практике, потому что мы считаем, что все-таки если фондом руководит дочь президента, то он должен довольно прозрачно вести свои дела, и все граждане России должны знать, кто те самые люди, которые вносят целевые пожертвования в этот фонд, и где же результаты этих научных трудов, если А вы не есть. Пробовали отправить им факс или прийти к ним в офис и спросить об этом лично? Я думаю, что офис сильно охраняет сотрудники ФСО. Он существует, да?
Но мы не пробовали, мы не отправили факс, мы отправили ему официальное письмо на бумаге и очень рассчитываем получить ответ на это письмо. Если вы помните, у Владимира Потанина, довольно состоятельного человека, раньше его даже олигархом называли, в нулевые годы, у него тоже есть дочь, и в нулевые годы у нее было такое увлечение, она занималась спортивным байкингом на воде, на водяных мотоциклах устраивала показательные выступления. Мне кажется, что Потанин тратил на это немалые деньги, и все видели на что. Вот его дочь лучше всех в мире катается на мотоцикле. Это можно было посмотреть и даже порадоваться за такого талантливого ребенка. Катерина Тихонова, если она дочь Владимира Путина и получает такие большие деньги, ведь если бы Владимир Путин хотел просто предложить ей деньги на то, чтобы она потратила их на какие-нибудь заколки, я думаю, он бы мог это сделать значительно тише и не так заметно. Видимо, у нее есть какие-то амбиции. Зачем же такие деньги переводить на научную деятельность, которая не видна? Есть какой-то ответ на этот вопрос? Ну, лично у меня нет сомнений, что у дочери Владимира Путина есть большие политические амбиции. Я, честно говоря, не сомневаюсь, что она не является совсем какой-то такой, знаете, пустышкой. Наверное, этот человек... Мне тоже так кажется. Раз ее политические амбиции и вообще амбиции социально-политические заключаются в том, чтобы делать что-то связанное с наукой, ну и слава богу, наверное, есть у нее к этому наклонности. Другое дело, что мы хотим видеть эти финансовые потоки. Но лично у меня, честно говоря, нет сомнений, что вот эта вот научная организация, все-таки не совсем настоящая, которая создана для нее, она создана в виде трамплина для того, чтобы она впоследствии, возглавила МГУ или стала министром образования, руководителем Академии наук, что угодно может быть, потому что мы видим, что сейчас опубликовано уже даже несколько научных работ, где удивительным образом этот молодой человек, эта молодая девушка выступает соавтором крупнейших российских ученых. Мы понимаем, как это устроено. Вот, в общем-то, из нее такого лепят научного сотрудника, наверное, с какой-то целью. Видимо, это будет классная строчка в резюме, судя из того, что вы объясняете. Что касается олигархов, которых мы сегодня упоминали, давайте немножко тему поменяем. Вот Алишер Усманов, вчера про него стало известно, РБК, по-моему, об этом написали, что он перестал быть налоговым резидентом. Это закономерная история, как вам кажется, или это совершенно обычная новость, человек уехал и там строит свой бизнес, там где-то за рубежом, в Лондоне, видимо? История закономерная, история отвратительная. Почему отвратительная? Свободные же рынки. Потому что такое российский олигарх? Российский олигарх – это человек, который обогащается на каких-то гигантских, огромных, старых советских предприятиях, обогащается просто за счет того, что он их приватизировал по дешевке, за счет того, что здесь дешевая рабочая сила, он не доплачивает своим рабочим, и он платит мало налогов в целом. А сейчас Усманов будет платить еще меньше налогов, потому что перестал быть налоговым резидентом России. На фоне этого всего тот же Усманов продвигает внутри страны политические интересы Путина, проводит цензуру в средствах массовой информации, которую он покупает. Он возглавляет «Коммерсант», издательский дом «Коммерсант» и вообще весь холдинг, насколько я понимаю. Не как возглавляет, он ему принадлежит просто. Совершенно верно. Тот же самый холдинг «Коммерсант», который является, конечно, сейчас без всяких сомнений таким подцензурным СМИ. Помимо этого, он еще всякую несет омерзительную чушь про то, что, русский народ готов сплотиться везде и есть 125 грамм хлеба в качестве своей пайки, и всю остальную омерзительную чушь. Путин несет другую омерзительную чушь про патриотичность нашего бизнеса и крупного бизнеса. Вот, по-моему, сегодня он где-то на форуме «Деловой России», что ли, об этом говорил. Какие-то я видел такие цитаты. Уважаемые друзья и коллеги, отечественный бизнес доказал свою ответственность и патриотизм. Для многих из вас важны не только личные достижения, хотя, конечно, это очень важно, но важна и возможность работать в интересах России. Не случайно успешные, состоявшиеся предприниматели стали движущей силой ключевых преобразований. И вот под этой всей риторикой псевдопатриотической эти люди сбегают из России и даже отказываются платить налоги в России. Это абсолютно симптоматично. Так устроен путинский
олигархический капитализм. Интересно, что те люди, которые не сбегают, они должны пользоваться какими-то преференциями, видимо, в стране. А вот замечаете такие вещи в ваших исследованиях, что олигархи, которые деньги не выводят, им работать комфортнее, чем тем, кто уезжает? Ну, я не знаком, честно говоря, с большим количеством олигархов. Я вижу для них вообще единую схему. Если это те люди действительно олигархи, и они обогащаются, ну, даже грабят нашу страну и в первую очередь за счет сырья и выполняют политические пожелания Путина, у них все хорошо, за границей или внутри России. А зато обычному бизнесу, небольшому бизнесу, тем более малому, среднему, в России просто нет абсолютно никакого житья, просто вот совсем. И бизнес в России не развивается, падает. Мы видим это даже по государственной статистике. Ну, возможно, Силиконовая долина в Крыму поможет российскому бизнесу чувствовать себя комфортнее. Спасибо большое. Алексей Навальный, основатель Фонда борьбы с коррупцией, в студии «Настоящего времени». Спасибо. Спасибо. Спасибо.